Здесь возникает любопытная вещь. У нас вот эта вот идея, чтобы в Казахстане нас было больше, она чуть-чуть привнесенная. Да? Экономическая система, она не дает работу даже существующим людям. Откуда у нас проблема бедности? Да? Откуда, кстати, вот эти феноменальные 42 500 и чем они были хороши? То есть они реально показали, кто такой самозанятый. То есть это безработный, который придумал себе какие-то средства дохода. И на этом фоне призывать к рождаемости является немножко бессмысленно. То есть вы постоянно у вас растет население, которому негде работать. То есть таким образом проблема ускоряется и усугубляется, то, о чем мы говорили. Допустим, перед Индией сейчас стоит серьезная проблема экономическая с точки зрения того, что они сегодня растут 7-8% годовых, но все эксперты говорят, что этого мало. При их темпах роста населения они должны расти 10-11. В противном случае это просто будет пополнение безработных. Да? То есть нужно стягать экономику так, чтобы она успевала собирать рабочие руки. И возвращаясь все-таки к исходному, я предполагаю, я надеюсь, те посылы, та экономическая политика, которая сегодня развивается, и в смысле попытки есть, да, экономика простых вещей, это как раз поддержка, создание условий для развития вот этой трудоемкой экономики. Что такое экономика простых вещей? Это вышивание, да? Мы наконец отказались от этих своих фантастических выпуска планшетов, самолетов и так далее, да, и сказали, да, у нас есть много людей, но есть простые вещи, которые не требуют затрат, то есть шейте рубашки, не знаю, делайте из дерева что-то, мебель собирайте. Это все трудоемкая экономика. Вот эта новая система, она как раз позволит решить проблему многодетных матерей, простым способом. Да? Это большое количество детей будут работать, и тогда это уже снова станет в смысле гордость. Экономический курс меняется. Начало этому положил Ельбасы, когда он сказал свою историческую фразу о том, что экономическая политика, при которой есть экономический рост, но не растут доходы населения, это плохая экономическая политика. И в принципе после этого началось это движение, да, в некую новую экономическую политику. Это экономика простых вещей, это снижение тарифов по коммунальным услугам, которое было еще при первом президенте. Этот курс был продолжен вторым президентом. Это повышение социальных выплат, повышение пособий, амнистия для низкодоходных слоев населения. Повысили у нас минимальный размер оплаты труда. То есть на самом деле мы видим, что трансформация экономической политики, она идет. Она идет уже на протяжении 2 лет. Да? И это очень хороший знак и очень важное, наверное, изменение, которое как раз ориентируется на людей, на доходы людей. Сегодня мы видим это скорее какие-то ситуативные, адресные меры, как раз направленные на то, чтобы улучшить жизнь людей с низкими доходами. В том числе к этому относится и повышение заработных плат для учителей, изменение оплаты труда на госслужбе. Отвечая на этот вопрос, растущая бедность уже признана проблемой, да, и в стране, и это очень хорошо. Традиционно же считается, чем больше людей, детей, тем лучше. Опять, это было хорошо в аграрном обществе, когда это рабочая сила. Это хорошо в экономике, простроенной на экономике простых вещей. Наша проблема была в том, что мы стимулировали рождаемость, а сами занимались национальными чемпионами, и в смысле мы инвестировали в экономику, которая вообще не про то. И отсюда и появилась вся эта проблема. То есть, заметьте, огромные средства попытались предусмотреть в поддержку бизнеса, да, то есть удешевление кредитов и так далее. Хотя первые инициативы, которые шли от президента, да, это как раз для людей. В краткосрочной перспективе, конечно, очень неприятно не люблю это слово, средний класс, но это люди, у которых были какие-то сбережения, потому что эти сбережения подтаяли. Тренд измененная экономическая политика, он будет продолжать и развиваться. И с этой точки зрения проблема
бедности будет решаться, экономическая политика будет адресована в пользу населения, и в целом, я думаю, что потихоньку будет ситуация улучшаться, то есть доход населения будет расти, и бедность будет снижаться. И это именно системная экономическая политика, поэтому нельзя ждать знаете,